Сегодня отмечается День российской полиграфии. Праздник был учрежден в 2014 году. Дата выбрана не случайно. Считается, что в этот день в 1536 году российский первопечатник Иван Федоров начал трудиться над первой российской печатной книгой «Апостол». В Якутии флагманом полиграфии по праву считается типография имени Юрия Гагарина. О работе типографии расскажем далее. Не проходит и дня, чтобы каждый из нас не взял в руки газету, журнал или книгу. А появляются они у нас благодаря работникам типографии. В республиканской типографии имени Юрия Гагарина ежедневно трудится 70 человек для того, чтобы у нас с вами каждый день была свежая пресса. В типографии нашей печатаются республиканские газеты, районные газеты и российские газеты. И кроме этого мы выпускаем книги, журналы и брошюры. И мы сегодня вот стоим около станка, который мы выпускаем журналы периодические, которые ежемесячно выходят. Это «Талбар Хадум», «Колокольчик», «Чуранчик», «Юна Севера» и «Белембол». Вот в этой машине. И кроме этого брошюру пропускаем. Оборудование типографии постоянно обновляется и модернизируется. Это позволяет сократить время на изготовление продукции, а обслуживать одну машину могут 1-2 человека. Она вкладывает и подбирает листы, тетради готовые, и после подборки проверяет толщину, не пропустила ли она лист, и после этого сшивает, и происходит трехсторонняя подрезка, и выходит уже готовый журнал. Смену, все зависит от 2000 и выше, где-то так. Несмотря на все новшества и автоматизацию, ручной труд по-прежнему является востребованным в типографии. Не все заказы способны выполнить машины. Вот заготавливаю альбом под альбом. Вот блок вот такой. И вот будет так переплет с материалом, вот комбинил вот материалом. Крыло делаем и также такой же вот принцип работы вот такой же. Благодаря модернизации в типографии активнее стало развиваться книгопечатание. Сейчас можно заказать книгу даже в одном экземпляре. Добились снижения цен на книжном рынке для конечного потребителя. Сегодня книги стали доступными для населения, и мы работаем уже с малым тиражом. И сегодня малый тираж, там в пределах 50-100, очень востребован, особенно в районах. И третье направление, оно очень важное, особенно сегодня в наших условиях. Сегодня вызовы национальной экономики такие, что нам необходима поддержка местного товара-производителя. А мы понимаем, что любой товар должен иметь этикетку и упаковку. То, что сегодня выполняет типография в пределах нашей республики. Цифровизация и новые технологии – это, безусловно, хорошо, но ни одна электронная книга или газета не сможет заменить чувство от прикосновения к бумаге и шелеста страниц. Любовь Васильева, Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск.